Со 2 по 9 сентября в Республике Казахстан прошли Дни культуры Республики Ингушетия в Казахстане. Российская Федерация и Республика Казахстан имеют давние партнерские связи и тесно взаимодействуют в экономике, науке, промышленности и других областях жизни двух стран. Для Республики Ингушетия проведение целого цикла мероприятий в крупнейших городах Казахстана – Астане, Павлодаре, Кокшетау, Щучинске и Караганде – имеет большое значение, так как помимо пропаганды этнической культуры региона в одном из государств СНГ и развития творческих связей, проведение Дней культуры Республики Ингушетия в Республике Казахстан будет способствовать сохранению национально-культурных традиций представителями многотысячной ингушской диаспоры, проживающей сегодня в Казахстане, численность которой превышает 15 тысяч человек. Организатором мероприятия является Министерство культуры и архивного дела Республики Ингушетия при поддержке Министерства культуры России. Дело в том, что уже 3-й год мы выезжаем за пределы нашей республики в страны Европы, СНГ при поддержке финансовой Министерства культуры России. Программа преследует цели своей популяризации культуры народов Кавказа в странах ближнего дальнего зарубежья. И, конечно же, наше руководство поддержало наш проект и принимающая сторона Республики Казахстан. Мы заручились поддержкой Министерства культуры и спорта Казахстана, которая откликнулась и предоставила возможность выступать в 5 городах Казахстана. Сегодняшнее открытие Дней культуры Республики Ингушетия в Казахстане для нас это очень значимое историческое событие. Потому что наше поколение, которые перенесли репрессии сталинских репрессий, мы и не могли думать, что когда-нибудь, что мы будем свидетелями такого большого мероприятия. Астана – молодая столица Казахстана, которая всего за одно десятилетие стала весьма современным городом и по красоте архитектуры не уступает известным столицам мира. Каждое здание здесь произведение искусства, выполнено в евразийском стиле. Астана стала символом политической и экономической независимости государства, центром общественной и культурной жизни страны. Именно этот город и был в списке под номером 1 для визита нашей команды. В 2006 году в столице Казахстана появилась великолепная пирамида, которую многие причисляют к списку 7 чудес света. Дворец мира и согласия – восхитительное сооружение, которое не только поражает оригинальностью и величием, но и имеет огромное значение для казахского народа, символизируя своим видом дружбу, единство и мир. Именно здесь и посчастливилось показать свое мастерство представителям Ингушетии на сцене зала для торжественных церемоний. Многие зададут вопрос, в чем же секрет успеха ансамбля «Ингушетия»? В огромной переполняющей любви артистов к танцу, в их горящих глазах и искренних чувствах не только на сцене перед зрителями, но и в каждодневных репетициях.
Лезгинка, в общем, для меня это такой танец, на мой взгляд, каждый, в принципе, человек, живущий на постсоветском пространстве и знаком с этим танцем, даже если не быть знакомым с культурой Кавказа, иметь какие-то глубокие знания в культуре, в истории, но лезгинка является такой, на мой взгляд, визитной карточкой всего Кавказа, неважно какой-либо страны, которая представляет себя Кавказ. Танец – это твой пульс, биение твоего сердца, твое дыхание. Это ритм твоей жизни. Это выражение во времени и движении, в счастье, в радости, грусти и зависти. Так говорил американский танцовщик Жак де Амбуаз. В программу проекта вошли мероприятия, которые позволили тысячам жителей Республики Казахстан познакомиться с национальными песенными и хореографическими композициями ингушского народа, с уникальными обычаями и природными богатствами, историко-культурным и художественным наследием Республики Ингушетия. Артистами ансамбля были предоставлены 5 танцевальных номеров. Один прекраснее другого, и каждый со своей историей. Друзья, доуль является одним из старинных ударных народных инструментов Кавказа, без которого сегодня в Ингушетии, пожалуй, не обходится ни одно массовое гуляние или национальное свадебное торжество. Бережно сохраняя древние традиции, артисты Государственного ансамбля народного танца Ингушетия стремятся совершенствовать возможности этого замечательного музыкального инструмента и дарить вам, зрителям, прекрасные ритмы гор. «Ритмы гор» – так называется композиция, которую исполнит для вас группа даулистов Государственного ансамбля народного танца Ингушетия. Встречайте!
мы город. Высоко в горах, из чистых, нетронутых вершинных снегов, из глубины древнего камня, хранящего память тысячелетий, рождаются родники. Они пробивают себе русло, преодолевают невиданные преграды. Снежные горы, бурные реки и ароматный воздух альпийских лугов – все это ингушская земля, которая взрастила для России немало честных, добросовестных, мужественных сынов и дочерей. Благодаря им наша республика сегодня успешно развивается и процветает. О родной ингушской земле сложено немало песен, и сейчас прозвучит одна из них. Ингушетия, солнечный край. На сцене Рахман Беков. Встречаем. Рахман Беков, для вас, дорогие друзья, встречаем. Дорогие друзья, процветания нам всем, единство, взаимопонимание, счастья в обоих мирах. Дай Allah все хорошее нам, все для вас. Ингушетия, солнечный край, дивный цветущий как май, чистый мой горный родник, совершенство и солнечный лик. С тобой живая душа, и жизнь словно солнце светла, души негасимый огонь, сердце чарующий звон. Ингушетия, сердцу родная, тебя восхваляю я вновь. Земля моих предков святая, вера, надежда, любовь. Руки поднимем к солнцу, источнику силы тепла. Мы улыбаемся солнцу, Ингушетия, мы любим тебя. Дальний край озаряет Кавказ, частица России большой, благословенным быть каждый час, каждый день, что мы вместе с тобой. Наших предков отвага и слава витают над нашей землей. Ингушетия наша родная, мы счастливы вместе с тобой. Ингушетия, сердцу родная, тебя восхваляю я вновь. Земля моих предков святая, вера, надежда, любовь.
Горная Ингушетия – древняя загадочная страна башен. Горы, леса. Природа Ингушетии, как и в других частях Кавказа, известна своим богатством животного и растительного мира. Чего только стоят ингушские башни, которые поражают своей уникальностью. Все это и многое другое жители Республики Казахстан смогли увидеть в прекрасных произведениях живописи ингушских художников. В данный момент это мастер-класс батик. Это роспись по ткани и по шелку. В данный момент идет роспись по шелку. Ну и мы изображаем натюрморты, разного вида цветы, все такое. Я не первый раз на мастер-классе. Мы недавно были на Машуке, там тоже был мастер-класс, всем было очень интересно. И все работали, тоже подходили, работали. Здесь были представлены работы разных направлений и стилей, которые гости оценили по достоинству. Это графика, техника пастель. Это работа мелками и пастельными карандашами, сухой материал. Вот. Натюрморт, пожалуйста. Вот мои работы тоже выставлены здесь, если кому-то интересно, чтобы могли посмотреть. Когда люди будут расходиться, возможно, подарить на память. Обычно вот когда мы идем на мастер-классы, многие работы мы дарим, чтобы осталась какая-то память о мероприятии, о людях, которые здесь были. Ну, какую-то частицу тепла, скажем, о нашей Ингушетии. Вот у них дома уже будет напоминание об этом мероприятии. Я надеюсь, оно не запомнится надолго и оставит какие-то приятные воспоминания. Книги – это инструмент насаждения мудрости. Так говорил Ян Амос Каменский, выдающийся чешский педагог, мыслитель-гуманист. Хорошая книга – это подарок, завещанный автором человеческому роду. Посредством книг мы узнаем о жизни предков, о тяжелом и прекрасном времени, героических и трагических случаях жизни. Именно с этой целью во Дворе мира и согласия, наряду с выставкой художников, была представлена и книжная выставка. На выставке представлены книги, в которых можно узнать историю становления нашей ингушской государственности, также культуру, самобытность, фольклор, узнать классиков нашей ингушской литературы и современных писателей, и также познакомиться с прозой, которую я сейчас... Также мы с собой привезли и раздаточный материал, это детские силаты, ингушская литература, личные буклеты, что также пользовалось такой большой популярностью у всех посетителей выставки. И, в принципе, все разобрали, то, что мы с собой привезли. Нам очень понравилась выставка. Выставка очень такая интересная. Почаще хотелось бы видеть и выставку, и вот этот концерт, и посещение. И вообще мы очень благодарны за то, что вы нас посетили, за то, что нам доставили такое удовольствие посмотреть, значит, что было у наших предков, как они жили. Хотя мы это знаем, но видеть не видели. Поэтому большое спасибо. Приезжайте еще. Принято считать, что народная культура пришла в современный мир из глубокой древности. Ее субъектом считается нация в целом. Здесь не существует отдельных творцов и профессиональных мастеров, которые ценят каждое отдельно. Такая культура является частью быта и труда людей. Все произведения передавались по наследству в устном виде и имели несколько вариантов. Воспроизведение народной культуры может быть для каждого индивидуальным. Культура, знаете, одним словом так не скажешь. Я вырос в Казахстане, родился в Казахстане, но я ингуш, и как бы для меня культура это не просто... Культура ингушского народа для меня это очень много значит, как бы. Культура ингушского народа это жизнь моя, как бы это я сделал, это все, ну как бы это моя жизнь. Конечно, мы здесь вот как-то в Казахстане застряли, многие приобрели здесь свою родину. Мы считаем вот даже, что это, говорят, историческая родина, это вторая родина. Я считаю, что это для многих стало первой родиной. Мы здесь на ноги стали, выжили. И поэтому, когда какая-нибудь весточка с исторической родины, то хорошему мы радуемся. Если есть негативные вещи, переживаем. Поэтому любое общение – это свет. Тем более поговорить на родном языке – это благо. Поэтому мы, конечно, рады видеть сегодня вот Дни культуры в Казахстане. В рамках Дней культуры Республики Ингушетия в Республике Казахстан состоялись встречи официальных лиц и деятелей культуры двух сторон. Отметить всех представителей городов Кокшетау, Караганды, Щучинска и Павлодара, которые захотели принять нас у себя и соприкоснуться с нашей культурой.
Для меня это очень важно, потому что я чувствую, что здесь живут друзья, что здесь живут наши единомышленники, что здесь живут те, кто хочет нас видеть, кто хочет принимать нашу культуру, наш народ таким, какой он есть. Конечно, такие мероприятия нам нужны. Мы должны знать свою традицию, историю и, конечно, плюс в это совместно вместе религию свою. И, конечно, в нашем республике, тоже вот в Казахстане, очень многие проводятся в рамках Ассамблеи народов Казахстана, совместная работа с диаспорами всех рангов, всех национальностей. И, конечно, вот благодаря этому и совместно с Духовным управлением мусульман Казахстана мы работаем вместе на приближение наций и народностей, чтобы мы все жили дружно и, конечно, за процветание нашего государства. Нам это даст возможность еще раз соприкоснуться с культурой этого уникального народа, очень трудолюбивого, очень доброго, очень сердечного. Я это говорю из своего жизненного опыта. Я много лет на государственной службе. В свое время активно занималась, значит, всеми нашими центрами национально-культурными. Поэтому для меня это всегда интересно. И я знаю, что наша диаспора, она очень активная. Пока на сцене зала для торжественных церемоний Дворца мира и согласия шло выступление мастеров искусства Ингушетии, в выставочном помещении показывали свое мастерство юные таланты чечено-ингушской диаспоры Казахстана. Это удивительные люди с удивительной какой-то позитивной энергией, с какой-то неземной любовью и к родному краю, вот и к нам, приехавшим сюда. Я просто поражена, откуда у людей вот такое вот притяжение к доброму, к светлому. Поэтому от всей души благодарю всех, кто сюда пришел, кто причастен к осуществлению этого проекта. И вам, господа телевизионщики, огромное спасибо, потому что без вас никто бы этого не увидел, никто бы не услышал вот этих речей, этих эмоций, этих восторженных таких вот впечатлений о нашем крае, о нашей республике, о нашем народе. В программу концертов вошли уже полюбившиеся зрителям популярные хореографические композиции государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», а также совсем новые постановки, такие как «Асса» и «Карнавал Кавказа». Хореографическая композиция «Асса» исполняет государственный ансамбль народного танца «Ингушетия».
солисты и вокалисты Ингушетии Алаудин Исмурзиев, Рахманбеков, финалистка популярной программы Первого канала ОРТ «Голос дети» Рагда Ханиева, призер российского этапа детского евротелевидения Лева Нальгиева и солистка ансамбля Ингушетия Луиза Эльджуркаева исполнили популярные песни на русском, ингушском, английском и казахском языках. Итоги дней депортации ингушского народа 1944 года народ Казахстана своей поддержкой и состраданием помог выжить нашим соотечественникам на этой благодатной земле и сохранить традиции, культуру и национальную идентичность. Многие наши соотечественники вернулись после реабилитации в родные края, а многие обрели здесь, на казахстанской земле, вторую родину. И вот уже много лет принимают активное участие в созидании и процветании Республики Казахстан. Пользуясь случаем, мы от имени всего народа Ингушетии выражаем благодарность президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за поддержку межкультурного и межэтнического диалога и вклад в сохранение национального единства и сплоченности народов Казахстана. На сцене юная и талантливая Рагда Ханиева. Песня «Посвящение Казахстану». Встречаем.
Жителям северной столицы удалось почувствовать атмосферу праздничного мероприятия гостей с Ингушетии и окунуться целиком и полностью в него. 3 часа праздника пролетели как 5 минут. Вы видите, что сегодня творится здесь, в этом зале. Какой замечательный праздник ингушской культуры. И такое ощущение, что здесь ждали нас, наверное, более 20 лет точно. Вы видите эмоции людей. Концерт закончился минут 40 назад. Никто не расходится. Танцуют дети наши, выходцы Кавказа. Танцуют казахи. То есть это такой праздник ликования нашей культуры, что эмоции меня захлестывают через край. Я благодарна всем, кто так или иначе причастен к реализации этого проекта. Я очень благодарна нашей ингушской диаспоре, которая настолько чутко относится к сохранению этих традиций, обычаев здесь. И настолько они прониклись культурой того народа, обычаями, традициями народа, где они проживают. То есть я поражаюсь, они настолько патриотичны по отношению к Казахстану, настолько же патриотичны по отношению к нам. Сегодня я получил огромное удовольствие от того, что увидел ансамбль «Ингушетия». За эти годы, которые я его наблюдаю, очень сильно вырос и в хореографии, и в музыке, и в костюме, и в содержании. Вы знаете, радуешься тому, что там, на Кавказе, создается такой качественный продукт, который в Казахстане показать можно с гордостью за всех войнахов. Мы очень ждали. Честно говоря, такие мероприятия всегда ждешь с неподдельным интересом. Здесь любая весточка из Ингушетии, даже когда какую-то музыку в машине слушаешь или знакомый ритм где-то на площади, сразу не можешь даже просто сидеть в пляс, хочется самому пуститься. Поэтому, как только мы узнали, что планируется такое масштабное мероприятие, мы, естественно, и здесь в Астане планируем, и родственники в Кокшетау, и в Караганде, вся родня, все посетить этого мероприятия, потому что, к сожалению, мы не часто имеем такую возможность, да, и важно своих детей, я сегодня здесь со своей мамой, со своими детьми, для того, чтобы они видели, они почувствовали это корни, да, культуру, это все, и сама сидела, хлопала, не могла вообще на месте усидеть. Радует тот факт, что ингуши, жители Республики Казахстан, в курсе всего, что происходит на земле предков, в родной Ингушетии. Все с радостью высказывали благодарность Юнусбеку Евкурову за положительную динамику на родине. Юнусбек Киревич, да, он очень многое сделал для нашей республики, развивает молодежный сектор. Я слышал, очень много ведется работа именно непосредственно с молодежью, талантливой молодежью. Талантливая молодежь, он старается, чтобы она была задействована именно в культурной и во всяких отраслях жизни нашей республики. Не остались в стороне и заслуженные деятели столицы Республики Казахстан, которые пожелали выразить благодарность главе Республики Ингушетия. Во-первых, огромное спасибо президенту Республики Ингушетии, правительству, Министерству культуры Ингушетии. То, что приехали, поддержали наших земляков, наших соотечественников. Очень давно, наверное, я сколько бываю в концертах, такой концерт это для двухстороннего сотрудничества, для развития двух стран. И вы знаете, у нас в республике, в Алмате, в Астане, в любом областном центре есть культурные центры Ингушетии. И есть свои газеты. У нас столько общего. И оно, наверное, одно из основополагающих миру и процветанию. Я с большим уважением отношусь к руководителю Ингушетии, главе республики Юнусбеку Мухаммедгиреевичу Евкурову. И, пользуясь случаем, хочу его поблагодарить за то, что он способствовал такому проекту. По окончании концерта организатору проекта «Дни культуры Ингушетии в Казахстане» были вручены памятные подарки. Это большое событие, поэтому Совет этнокультурного объединения в войнах города Астаны принял постановление за умелое руководство в процессе подготовки и проведения Дней культуры Республики Ингушетия в Казахстане наградить руководителя делегации, министра культуры Ингушетия Газдиеву Марет Багаутдиновну юбилейной медалью 25 лет образования этнокультурного центра города Астаны.
сочетаться с вашим обаянием. Спасибо вам. Чудесный, яркий, тихий город среди нескончаемых степей Сарыарки. Ты стал для многих близок, дорог. Все помнят зелень парков, шахты, рудники. Караганда – один из прекраснейших городов Казахстана. Есть легенда, что название города произошло от кустарника карагана или караганника, произраставшего раньше здесь, в момент основания города. Караганда – самый известный город шахтеров, который был создан после того, как людям, приезжающим добывать уголь, стало не хватать места в небольших поселках. Город Караганда был построен в 1930 году. В нем начали заселяться люди со всего советского пространства. На сегодняшний день Караганда является крупным индустриальным, культурным и научным центром одноименной области. Одним из главных символов казахского города Караганда является удивительный дворец культуры горняков, расположенный на проспекте Бухар-Жырау. Сцена этого дворца и стала следующим пунктом назначения мастеров искусств Республики Ингушетия. Дорогие друзья, сегодня большое культурное событие. И очень отрадно, что именно в год независимости, год 25-летия независимости Республики Казахстан, сегодня вот такое культурное событие, десант искусства. К нам приехали обрадовать своим искусством государственный ансамбль песни и танца, а также солисты Государственной филармонии. И нам очень отрадно, потому что в судьбе этого народа занимает, наверное, особое место Казахстан. В их сердцах всегда тепло отдается наше казахстанское солнце, наше казахстанское сердце. Перед началом концерта огромной публике города Караганды был показан документальный фильм «Культура Ингушетии», рассказывающий о традициях, обычаях, бытии ингушского народа и не только. Богатая, удивительно красочная и невероятно гармоничная картина мира написана великим мастером. Культура иного народа выписана на ней большими и щедрыми мазками. Для другого же он приберег кисти потоньше и штрихи поизящнее. Какой техники прибег создатель, намечая на этом полотне контуры и детали нашей ингушской национальной самобытности, судить не нам, судить окружающим. Но бесспорно одно – без этого, быть может, не самого ее главного и доминирующего персонажа, культурная картина мира, безусловно, была бы менее яркой, изысканной и совершенной. В системе власти любого государства существует ведомство, отвечающее за то, чтобы сохранить, приумножить и развить культурный потенциал нации. В молодой республике Ингушетия более 2 десятилетий несет на себе эту важнейшую задачу Министерство культуры, которое с каждым годом открывает новые направления деятельности, уверенно развивая и сохраняя свою национальную и духовную идентичность. Под опекой республиканского ведомства находятся танцевальные ансамбли, театры, филармонии, библиотеки и музеи. Про последние нередко еще говорят храмы памяти. Состояние дел в музейном деле – предмет особой заботы властей региона, ведь хранящиеся в них документальные и вещественные артефакты – это та основа, на которой строится наша национальная идеология, формируется база для патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения Ингушетии. Визитная карточка любого народа – это его танец. Ингуши – наследники замечательных танцевальных традиций, поэтому в целях сохранения и популяризации национальной хореографии вслед за министерством был создан государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», а спустя некоторое время – государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Магас». Год от года палитра коллективов, работающих в данном направлении искусства, становится богаче и разнообразнее. Музеи – храмы памяти, библиотеки же однозначно хранилища знаний, от самых древних до самых современных. Флагман библиотечной системы региона – Национальная библиотека Республики Ингушетия имени Джамалдина Яндиева. Трудно переоценить роль, которую играет главное книгохранилище Ингушетии в деле сохранения и развития национальной литературы, выявления новых имен талантливых авторов в области поэзии и прозы. Ингушетия усилиями руководства края включена в грандиозный проект по развитию рекреационной отрасли Юга России. Понятное дело, что рассчитывать на внимание туристов мы можем в первую очередь, апеллируя к национальной самобытности и богатому материально-культурному наследию народа.
Возрождение ремесел становится естественным продолжением идей развития туристической отрасли. Здесь тоже без помощи работников культуры не обойтись. И свою часть задач в этом направлении они готовы решать. С момента создания республики по-настоящему ожила театральная жизнь Ингушетии. Сначала из города Грозного в Назрань перебрались труппы драматического театра и театра юного зрителя. Затем стали формироваться абсолютно новые творческие объединения и студии, работающие в самых разных жанрах сценического искусства. Сейчас в республике успешно функционирует 5 театральных коллективов. Обретение Ингушетии своей государственности дало мощный толчок и развитию национального эстрадного искусства. Здесь наблюдается наиболее серьезная творческая конкуренция между исполнителями. Конечно же, это в первую очередь положительно сказывается на качестве творческого продукта, который предлагает эстрадный артист своему зрителю. За годы деятельности министерства на площадках Ингушетии были воплощены в жизнь масштабные творческие проекты с участием прославленных коллективов страны, в числе которых Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, Академический русский народный оркестр имени Осипова, Красноярский ансамбль танца Сибири имени Гаденко, Астраханский государственный ансамбль песни и танца, арт-группа «Хор Турецкого» и многие другие яркие коллективы. Доброй традицией последних лет стало проведение масштабных культурных акций и проектов, таких как Дни культуры в регионах России, дальнего и ближнего зарубежья, в рамках которых мировой общественности широко представлена аутентичность и колоритность ингушской национальной культуры. Народ Ингушетии ответственен за эффективное и по-настоящему профессиональное сбережение и приумножение уникальной культуры древнего ингушского этноса не только перед самими носителями, уходящих вглубь веков представлений о прекрасном и возвышенном, но и перед всем культурным человечеством. И, как мы отметили в самом начале этого небольшого очерка, духовное и материально-культурное наследие ингушского народа – это достояние всего мира, всей нашей планеты, с ее многоликостью и разнообразием. После на сцене Дворца Горняков выступил ансамбль «Ингушетия», показав свое отточенное мастерство. В холле дворца проходила выставка живописи и искусства мастеров Ингушетии. В процессе мероприятия на сцену поднимались и заслуженные деятели города Караганды, которые, в свою очередь, выразили слова благодарности и признания за проведение данного мероприятия, которое, в свою очередь, сопровождалось вручением памятных подарков. Караганда из давних времен является как бы культурной столицей нашей республики. Мы очень рады, и нам приятно. Позвольте от имени Ассамблеи народа Казахстана вручить вам эту книгу. В 20:00 концерт, посвященный мероприятию «Дни ингушской культуры» в Казахстане, подошел к концу. Шквал оваций и аплодисментов последовал незамедлительно. Каждый зритель города Караганды выражал свои эмоции по-своему. Сегодня состоялось долгожданное культурное событие нашего города, а именно Дни культуры Республики Ингушетия в Казахстане. Мы внимательно следили за эмоционально-нравственным состоянием культуры нашего войнахского народа. Мы поддерживали, мы чувствовали не только культуру, традиции, но и запах Родины почувствовали. Мы от имени Ассамблеи народа Казахстана и от имени войнахов, проживающих и в Караганде, и в Казахстане, хочется выразить слова огромной благодарности руководству
Республики Ингушетия, Министерству культуры за это замечательное культурное событие в жизни войнахов Казахстана. Баркалхил, Дейлрезхил, Масеридик Самугадели, Ашбиан Нет, Зияр Дар Обл Дойл, Дансар Дойл, Деймахка, Галвеймахка, Нохчич Вабор, Бусул Бежриш, Масерки Док Салам Маршал До, Даляту Бойл, Бахкин Хазахи, Титхасамугадели, Жими Вок Чуахвар, Дейлрезхил, Даляту Бойл Масери. От такой красоты, которую вы привезли, свежесть Кавказских гор, потом горячие сердца ваших соотечественников. Вот мы непосредственно дружим с ребятами, которые из Караганды, ингушами. И нам позволили сегодня вот, пригласить вот на этот концерт. И вы знаете, я не только не пожалела, я просто восхищена тем, что ингушская сторона со своей вот полной красотой привезла вот, знаете, в ладонях и красоту, и отношение горячих сердец. И я понимаю так, что люди из Ингушетии не забывают своих собратьев в Караганде, в Казахстане. А это самое важное, это самое главное. Для нас очень важно, чтобы постсоветское время государства также оставались как дружными государствами, единым целым, чтобы, конечно, независимость обязательно нужно хранить, но в то же время мы не должны друг друга терять. Тем более Ингушская республика, ингушский народ для нас очень близок. Каждый казахстанец или, скажем так, каждый казах в этой области, особенно в Караганде, для него ингушский народ очень близок. Сегодня я побывала на ингушском концерте. Мне очень понравилось, были интересные танцы, красивые песни. Очень сильно понравились костюмы. Также я очень много знаю об ингушах, так как у меня сами есть родственники. Очень интересны у них традиции, язык очень интересный, хоть он и сложный. Вот сама недавно стала им увлекаться, учить. Ну что еще хотелось бы сказать? Очень такой доброжелательный народ. Следующим по плану у мастеров искусства Ингушетии было возвращение в город Астану, где одна часть представителей Министерства культуры во главе с министром Газдиевой Марит Багаудиновной готовилась к возвращению на родину, а вторая часть, в составе которой был ансамбль и солисты, собирались к дальнейшему туру по городам Казахстана – Павлодару, Кокшетау и Щучинску. На сегодняшний день в столице Республики Казахстан, в городе Астане, работают 12 этнолингвистических центров. Одним из таковых является столичное общественное объединение Чечено-Ингушского этнокультурного центра «Войнах», руководитель которого Героев Салман. Это объединение было создано в целях воспитания подрастающего поколения в духе наших национальных традиций и обычаев. Неотъемлемой частью объединения является действующий детский ансамбль танца и песни в «Войнах». Работает также этнокультурная школа по изучению чеченского и ингушского языков. Заключительная встреча представителей Министерства культуры в Астане прошла именно здесь. Юные участники центра показали мастерство исполнения танца лезгинка и не только. Мы создали свой этнокультурный центр, мы собираемся, обсуждаем все наши насущные вопросы. Ну, у нас, знаете, те этнокультурные центры, которые неэффективно работают, когда у них спрашивают, чем вы занимаетесь, они не могут толком рассказать. Вот они говорят, да вот мы за мир и за дружбу. Мы строим свою работу по определенным направлениям. Грамотно, по-научному строим. Это, во-первых, наше участие в общественно-политической жизни, участие в разных дискуссиях, научно-практических конференциях, заседаниях круглых столов, где мы говорим свою точку зрения, рассказываем о нашем народе. Ну, обычно я, являясь председателем Совета руководителей всех этнокультурных центров Астаны, являюсь там модератором, председательствую, веду вот эти занятия. У нас этой проблемы нет, нас везде ценят, всегда просят нас, чтобы мы говорили.
окончании гости из Ингушетии и коренные жители столицы города Астаны обменялись грамотами и памятными подарками. Дорогие наши соотечественники, дорогие наши гости, дети, я прежде всего хочу сердечно поприветствовать вас в этом замечательном зале и выразить вам свое восхищение, то, чем занимаются ваши руководители, наши уважаемые старшие, тот мудрый подход к проведению вот этой вот, я даже не скажу слово политики, образа жизни, который сочетает в себе огромную любовь к родине и высокий патриотизм, приводит к тем результатам, которые я вижу уже вот 3-й год в этом Казахстане. То есть людям не то, чтобы не мешает ничего сохранять свою культуру, они ее развивают активно, бурно и еще и приобщают вот тех жителей того региона, где они находятся, огромнейшего региона, к культуре нашего народа. Это дорогого стоит. Реализация вышеназванных мероприятий послужит развитию и укреплению культурных связей между Россией и Казахстаном, обмену и взаимообогащению культур наших народов, установлению двухсторонних творческих контактов в области культуры и искусства. Республика Ингушетия богата юными талантами, которые с ранних лет прославляют культуру ингушского народа на многих детских престижных фестивалях и конкурсах. И мы с удовольствием приглашаем на эту сцену финалистку проекта Первого канала «Голос дети». Лауреата всероссийских и международных конкурсов Рагду Ханиеву. Встречайте! Ваша аплодисменты, друзья.